Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаума дуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях замечательный гость, уважаемый в Чеченском национальном движении, национально-освободительном движении человек, Джамбулат Сулейманов. Человек, который достаточно, скажем, известен в чеченском народе, историк, поэт, участник 2 войн, награжден орденом Герой нации. Если я, уважаемый Джамбулат, что-то пропустил, можете сказать. Но я думаю, что и так этих регалий вполне достаточно, чтобы охарактеризовать вас как человека, который проживает достаточно яркую, сильную жизнь. Спасибо, Руслан, достаточно сказано. Рад тебя также приветствовать в эфире, участвовать у тебя в эфире. Надеюсь, наша с тобой беседа будет полезна для твоих слушателей. Да, надеюсь, и не только для моих, вообще для всех, кто будет смотреть, и для чеченцев тоже, в том числе. Сразу начну с того, что вы, как участник 2 чеченских войн, нет, извиняюсь, первый вопрос будет другой. Первый вопрос будет посвящен тому, что на сегодняшний момент, вот, на мой взгляд, Чеченское национально-освободительное движение является, наверное, самое сильное, без преувеличения это сказано. Оно наиболее долгое, скажем так, находится, ну, если учесть, что после войны переместилось за границу, потому что, как правило, национально-освободительное движение сегодня внутри национальных республик, ну, невозможно, можно сказать, открыто. Да? Открыто можно только за рубежом действовать. И вот я считаю, что, на мой взгляд, Чеченское национально-освободительное движение самое сильное. И считаете ли вы так, по сравнению с другими национальными движениями? И если есть какие-либо проблемы в национальном чеченском движении, то какие вы считаете они есть, эти проблемы? Проблема, конечно же, есть, Руслан, но спасибо, да, конечно, это факт, что сегодня из национально-освободительного движения чеченское, оно как бы выделяется тем, что было, по крайней мере, две масштабные войны были, начиная с середины 90-х годов. И мы знаем, что последний чеченский партизанский отряд прекратил свое существование в горах Чечни в 2021 году, буквально за полгода, за несколько месяцев до начала широкомасштабной войны в Украине. То есть пока Россия завязла в Чечне, она не была свободна от этого груза, чтобы начать какие-то, может быть, более важные для нее стратегические задачи в других регионах мира. Это само за себя о многом говорит. Но мы должны понимать, что я не сторонник того, чтобы возвеличивать свою нацию, говорить, что вот мы какие-то особые. Нет, чеченцы – это обычные люди, это обычный народ, который вот по своим повседневным каким-то, я не знаю, потребностям, по своим интересам, он схож со всеми другими. Но мы знаем, что любое явление всегда имеет какую-то свою сферу возникновения, да, вот как какие-то, может быть, растения могут расти только в определенных условиях географических и климатических. Также какие-то социальные явления, они возникают в определенных условиях. Так сложилось, что Чечня, чеченцы живут на своей территории. Этот регион, его география, его социальный уклад этого народа и многие другие внутренние и внешние факторы способствуют тому, что возник такой, можно сказать, уже твердо феномен сопротивления чеченского народа Российской империи, российской агрессии. Я недавно, вот у нас, помните, была конференция, и я зачитывал доклад, который я назвал «Самый ненавистный России народ». И в этом докладе я перечислял за 3 века, за 17, 18 и 19 век, количество военных столкновений, которые прошло между чеченцами и Российской империей. И оказалось, что они в своей совокупности превышают те войны, которые агрессивная Российская империя вела, все вместе взятые с турецкой, ну, с Османской империей, вела с европейскими державами. Все эти войны взять общую сумму и взять то количество боевых столкновений или же военных экспедиций и других как бы войн, то количество этих войн в Чечне превышает все вместе взятые. То есть настолько как бы в количественном соотношении
превышает вот, сопротивляемость в Чечне в Российской империи. Если взять в качественном отношении, то может показаться, что это как бы война другого характера, да, это так, но по интенсивности она не была меньше, чем, может быть, какие-то войны на европейском театре. Вот для сравнения я приведу один пример. После того, как коалиция, последняя коалиция против Наполеона смогла войти в Париж, и Наполеон был отправлен как бы в ссылку, да, на остров Эльба, затем на остров Святой Елены. После этого армия вернулась, российская армия как бы, ну, в славе как бы эйфории победы над Наполеоном, она вернулась в Россию, и эта армия была направлена на Кавказ, потому что Чечня и часть Дагестана оставались анклавом внутри Российской империи. То есть уже Южный Кавказ был завоеван, Северный Кавказ был завоеван, но оставался анклав, не подчиняющийся России, там, где не функционировала администрация Российской империи. Это юго-западный, скажем, горный Дагестан, это прежде всего те территории, которые населяли аварские народности, ну, там частично лакцы, даргинцы и кумыки, и, естественно, вся Чечня, да, тогда, вот, за исключением приграничных территорий, которые были досягаемы для русских со своих крепостей по Тереку. И вот эта территория, вот я просто сейчас перечислю некоторые вот года, когда происходили эти столкновения, но перед этим скажу, что придя на Кавказ, вот эта армия столкнулась с невозможностью покорить вот эту оставшуюся как бы анклавом территорию. Армия, победившая Наполеона, завязла практически на еще где-то 40 лет, около 50 лет завязла вот в этом уголке Кавказа. И только завоевав этот имамат Шамиля, да, который объединял, это было полиэтничное государство дагестанцев и чеченцев, или же чеченцев и дагестанцев, чтобы никого не обидеть. Только после этого, когда эта армия высвободилась, армия, которая накопила опыт на Кавказской войне, мы знаем, что уже последующие 1870-е, 80-е годы были завоеваны вот этой армией с этим опытом Кавказской войны, были завоеваны огромнейшие территории в Центральной Азии. Это Восточный Казахстан, это Ховинское, Бухарское ханство и так далее. Ну, дошли, в принципе, до английских владений в Индии. Между ними оставался только лишь Афганистан. Поэтому нельзя сказать, что по качеству, по интенсивности боевых действий также Кавказ и Чечня, в частности, уступала. Вот года, которые, вот смотрите, за 18 век, 1807-1808 год идет война в Чечне, 1718 год, очередная экспедиция донских казаков на Сунжу-Аргун, 1721 год, экспедиция донских казаков опять на Сунжу-Аргун, 1732 год, карательная экспедиция чечню-русских войск, 1739 год, возведение Кизлярского укрепления и опять атака на Чечню. Я сейчас просто не буду перечислять характер этих войн, просто перечислю года. 1747 год, 1757 год. То есть каждые 5, 7, 10 лет новая обширная экспедиция российских войск в Чечню. 1758 год, 1770 год, 1774 год, 1783 год, 1785 по 1791 год. То есть с кряду 6 лет война. Но это как более такое крупное, известное под предводительством шейха Мансура, нужно как бы особняком отметить. И затем уже 19 век, это 1801 год, 805 год, 807 год, 810 год, 817 год. И 818 это основание Ермолова крепости Грозная. Это войны, которые возглавлял нас известный среди чеченцев предводитель, военный, политический деятель Бейбулат Таймиев. Это его годы, вплоть до 28 года. Затем это уже возвышение имама Шамиля, идеология мюридизма. Это уже как бы вот с 1934 года по
1959 год, это уже как бы централизованное государство и более масштабные сражения, которых было большое количество за эти годы, среди которых известно Ичкерийское сражение, когда был разбит генерал Грабев в горах Ичкерии. Это Сухарная экспедиция, это разбитая бригада графа Воронцова. И это огромное количество, очень масштабных войн, в котором за один бой погибали от 6 до 7 тысяч. Они на самом деле сравнимы с такими сражениями, вот известно, двух российско-чеченских войн, как разбитая Майкопская бригада в январе 95 года в Грозном. Вот с ними можно сравнить вот эту экспедицию Сухарную и Ичкерийское сражение, когда на голову были разбиты объединенные силы царских войск в горах Чечни. Ну и после того, как, к сожалению, за истощением людских ресурсов и материальных ресурсов все-таки Чечня оказалась под оккупацией в 1859 году, следом были восстания бывших участников этой Кавказской войны, таких как Байсангур Биноевский, Алибек Хаджи. Ну, сам Алибек Хаджи еще был молод, но в его войсках, в его сопротивлении были такие известные полководцы времен имамата Шамиля, как Дуа Зумсоев, да, и другие. И в итоге уже мы подходим к 20 веку, который также ознаменовался огромным количеством, ну, прежде всего, это война против деникинских войск, против добровольческой армии, которая ратовала за единую неделимую Россию. Затем чеченцы были обмануты обещаниями большевиков о том, что земля принадлежит крестьянам, ваши религии будут как бы, ну, останется для вас, ее никто не тронет, все ваши права будут сохранены. И с этой уловкой 11-я Красная Армия, она беспрепятственно ушла в Чечню, утвердилась, но когда началась коллективизация, когда людей начали лишать их имущества, скота, земель, начались восстания. И эти восстания, они проходили с такой частотой, что Сталин уже под шумок Второй мировой войны решил просто раз и навсегда покончить с чеченским народом. И весь чеченский и ингушский народ, в принципе, который сегодня сложно разделить на два народа, но по факту сегодня у нас две республики, то есть все войнахи были высланы в Казахстан и Среднюю Азию в 1944 году. Но до этого были восстания, и на самом деле факт того, что чеченцев геноцидили, депортировали, это не факт предательства и сотрудничества с фашистской Германией, которое им приписывается. Германские войска не дошли до Чечни. А факт состоит в том, что были восстания в 2020 году, в 2021 году, в 2022 году. Восстание 22 по 24 год было масштабным, охватило всю горную Чечню. Затем восстание 25 года, 29 года, 32 года, 34 года, 36 года. Затем крупное восстание с 37 по 38 год. И в конце концов в горах Чечни уже было создано, при советской власти было создано государство, во главе которого стоял Хасан Исраилов. И даже после того, как чеченский народ выслали в 1944 году в Казахстан, Среднюю Азию, его бойцы в горах продолжали свое сопротивление. Эти люди остались без собственного народа, без его поддержки, без материальной и моральной поддержки, но они остались в горах. Абреки, и они да? продолжали... Абреки их называли. Да, это уже переросло в обречество, так как не было массовости, потому что народ выслали, но эти люди оставались в горах вплоть до смерти самого Сталина, пока не вернут чеченцев, это сопротивление не прекращалось. И последний абрек из них известный, это абрек Хасуха, который погиб в бою, будучи преклонным стариком в 1976 году. Ему было под 80 лет, и вот он именно в бою погиб, в последнем бою убил несколько врагов, да, представителей советской власти. Вот такова история, я такой пробежался быстро по датам, по истории, и, конечно, я согласен, что вот это феномен вот такого мощного сопротивления, он вскроется, то есть это не так с неба не падает. То, что в других регионах Российской империи не могли иметь такую же долгую историю сопротивления, наверное, связано с определенным фактором. Это не значит, что эти народы хуже чеченцев или они менее любят свободу, но им не благоприятствовали, может быть, какие-то условия.
которые были у чеченцев. И в итоге выработался такой стереотип феномена чеченцев, как таких несломимых воинов. Ну да, это есть, это не отрицается, но тем не менее мы должны понимать, что волю судьбы чеченцы оказались в таком положении, у них сложилась такая внутренняя социальная структура, которая всему этому способствовала. И сегодня, когда вот на фоне всей этой истории чеченцы сегодня, путинская пропаганда их ну, преподносит как самых верных путинскому режиму, как бы, можно сказать, псов Путина, да, когда их посылают на войну в Украину, все это, конечно же, очень сильно бьет по морали чеченцев, чеченского народа, это их роняет. Но на самом деле вот это и есть такая месть чеченскому народу, показать, что вот из таких свободолюбивых волков, так как символически сказать, потому что волк является символом чеченской независимости. Если у других народов там в качестве тотемных животных или символов выступает лев или орел, то у чеченцев, как, кстати, у многих тюркских народов, это волк. Если у некоторых народов к волку отрицательное отношение, на самом деле это есть качество, из-за которого его возвели в ранг тотема. Это такие качества, как самоотверженность, стойкость, приверженность семейным ценностям у волка, да, то есть они друг друга не предают. Ну и, в принципе, волк считается санитаром леса, это неплохая задача, на нем стоит, в общем, свой, как бы, в природе ему отведена определенная положительная роль также. Но при этом волк, в отличие от других животных, не идет на слабого, он всегда идет против более сильного врага. Это тоже есть как бы отличительная черта волка, из-за которого чеченцы возвели его в свой национальный символ. И вот таких свободолюбивых волков сегодня создать образ, что их приучили и сделали цепными псами Путина, вот это есть такой, может быть, самый сильный моральный удар по чеченцам, да, по ихнему сопротивлению движению. Вот Но такая иллюзия, она создается. Да, Руслан, слушаю. Как раз следующий мой вопрос, вот как раз хотел по этому поводу задать, но вот я хотел сперва сказать то, что когда вы перечисляли года восстаний, войн, то очень похоже было на наши башкирские восстания, потому что у нас также практически каждые 15-20 лет поднималось восстание. То есть я описал в своей книге, это записки башкирского националиста, описывал это, то, что поколение вырастало, у них рождались сыновья, они пошли на войну с Россией, война, скажем, заканчивалась, там либо победой, либо разгромом, но это видели молодое поколение, росшее, их дети это видели, они поднимались, им становилось 20-30 лет, у них рождались сыновья, но они уже сами уходили на очередное восстание. И так вот периодически каждые 15, 20, 30 лет было восстание у башкир. По истории я тоже как бы заканчивал исторический факультет и тоже как-то сравнивал, что наши историки сравнили, что два народа, наиболее, которые больше всех поднимали, вели войны и поднимали восстания, это чеченские и башкирские народы. Вот. И у нас Руслан, я хочу поддержать тебя, просто я как бы шел сюжетную линию, не нарушая, я говорил о чеченском восстании, но у меня было намерение это отметить. Действительно, история Российской империи по количеству восстаний нет других народов, которые могли бы сравниться с восстаниями в Башкирии и в Чечне. То есть это действительно два народа, которые... Ну, это исторический факт, что больше всего восстаний было именно в этих двух регионах. При этом на Кавказе, может быть, вести восстание было легче, чем в Башкирии. Там есть определенные сложности географического характера, оторванности от, может быть, каких-то внешних союзников, хотя у чеченцев тоже с этим есть проблемы, за нами лежит Кавказский хребет, но, тем не менее, близость к Турции и, может быть, к внешнему миру чеченцев было попроще. У башкир действительно была очень сложная ситуация, обстановка без союзников, как и у чеченцев. Ну, это заслуживает уважения. Действительно, башкирский народ, он себя показал таким последовательным и стойким борцом за свою независимость. Ну, мы тоже, ну, да, мы, к сожалению, были окружены русскими, то есть мы уже
еще поднимали восстание, а вокруг нас уже вовсю шел русский мир, они уже в Сибирь проникли и так далее, и так далее. А мы до сих пор как бы поднимали восстание. Но Да. у нас, правда, не такие горы большие, как у вас, да, но мы тоже горный народ. Вот. И волк у нас Да, также, я знаю. да, и волк у нас также считается башкорт, вообще переводится как главный волк с тюркского языка. Вот, поэтому у нас Да. тоже тотемное животное. Но я вот, переходя опять к вашему народу, у меня такой вопрос. Вопрос очень сложный и философский, наверное, да. Вот когда вы описывали вот дух чеченского народа, его вот воинственность, да, гордый нрав, сейчас уже 20 лет чеченский народ находится под диктатом Кадырова. И он, вот прямо на глазах видно, что он, кстати, проводит над ним различные эксперименты, да, то есть ломая вот через колено, можно сказать, вот этот вот своенравный гордый дух чеченца. Не считаете ли вы, что когда, сразу отмечу, что обязательно, когда вы вернетесь в Ичкерию, что народ станет другой, с переформатированным сознанием, с измененным духом, с измененной душой? Вот не будет ли такого? Руслан, спасибо. Вот все-таки вот, нужно быть реалистом. Да, я при том, что меня все знают как такого непреклонного, неубиваемого оптимиста, я всегда очень оптимистически настроен на будущее нашего народа, да и вообще всего Северного Кавказа. Абсолютно оптимист насчет того, что Российская империя неминуемо рухнет, что народы от нее освободятся, что все это огромное геополитическое пространство от Тихого океана до Балтики, оно будет переформатировано, там возникнут огромное количество новых государств, независимых наций. Я в этом просто никогда ни на йоту не сомневался. Но при этом, будучи также и реалистом, я понимаю, что вот вопрос, он не праздный. Действительно, есть огромная проблема с тем, что ну, произошел в минувшие 20 лет титанический сдвиг в сознании, в менталитете, в морали чеченского народа. Это, в принципе, невозможно, это не могло не произойти при том воздействии, которое на него было оказано путинским режимом. То есть я это учитываю, это есть, это факт. Но при этом, если вот поставить на чашу весов, что будет превалировать, будут ли, то есть сломаны ли чеченцы до конца, скажем, есть сегодня российские либералы, к которым особое отношение у чеченцев, но одна из них, из либерально настроенных российских деятелей, Елена Милашина, она как-то в своем одном из интервью, ее спросили, удалось ли сломить путинскому режиму посредством вот кадыровских марионеток, удалось ли им сломить чеченский народ. Она так, как бы смакуя, но это было прямо видно по ее выражению, по мимике лица, она сказала, смогли, удалось. То есть вот это на самом-то деле не как сожаление, не как, что вот все-таки жалко, что такой Злорадство, да? гордый, да, очень, это ярко выраженное злорадство, которое сегодня, в принципе, скрыто в многих, да, вот россиянах, так скажем, может быть и не может быть, но я уверен, что невозможно, чтобы вся нация была такими, что какие-то, может быть, люди есть, которые сочувствуют вот горю чеченского, трагедии чеченского народа. Но на самом деле это превалирующая черта или превалирующее как бы отношение к чеченцам в российском обществе. Но при этом спешу разочаровать и Елену Милашину, и других злорадствующих, что чеченский народ не сломлен. Почему я так говорю, это просто сказать одно, но на чем я сегодня, как бы имея обратную связь со своими соплеменниками, с сородичами, я слышу, чем они живут, что их питает. Даже вот структура, да, вот структура Росгвардии в подразделениях Ахмат, сегодня абсолютное количество, абсолютное большинство вот этих людей, которые, ну, в силу обстоятельств судьбы оказались в этих структурах, там на самом-то деле идейных людей практически нет. Туда люди пошли в ситуации, в которой нет места зарабатывать ни на стройке, ни в бизнесе, ни где-то. Туда просто людей даже обрекали на то, чтобы они пошли в эти структуры, никак не оправдывая их шаг. То есть я считаю предателем тех людей, которые в начале 2000-х
сперва были борцами за независимость, предали идею и перешли к русскому, вот они, на мой взгляд, это абсолютные предатели, это одиозные коллаборанты, которых ждет суд. Но есть люди, которые уже выросли в этой системе, вот я говорю именно об этих людях. И они, если их спросить, вот процентов 90 или даже 95, за исключением, может быть, такой небольшой прослойки людей, от 3 до 5%, которые верны этой системе, которые близки через родственные связи или же через то, что их завязали кровью к Кадырову, вот за исключением этой небольшой прослойки, абсолютное большинство тех, кто даже служит в этих структурах, сегодня понимают и выговаривают, несмотря на опасность, что русские – это враг, Россия – это враг. У них нет абсолютно никаких там иллюзий относительно этого государства и этого народа. Они понимают, что эти люди веками убивали их предков, уничтожали. И появись какая-нибудь возможность, я вот уверен, что даже вот не говоря о тех, кто не входит в эти структуры, живут своей жизнью, даже вот эти люди, на которых как бы сегодня опирается путинская власть, они в любой момент готовы показать, что чеченский народ не сломлен и что он готов бороться за свою независимость. Поэтому, конечно же, людей, которые уверили сами себя, что чеченский народ сломлен, их ждет огромное разочарование в ближайшем будущем. Это замечательно. Следующий вопрос хотел спросить. Вот вы как участник 2 чеченских войн, были ли, на ваш взгляд, ошибки, да, вот, у чеченского руководства того времени? И как вот, как вы, если они есть, да, какие они были, чтобы не повторить в будущем, когда вот начнется вновь Да. очередная война, то есть, да, война или как, ну, вообще за независимость борьба? Борьба за независимость Внутри будет, да. республики. Внутри республики. Да. Да, Руслан, абсолютно. Ошибок было, конечно, очень много. Но тот, кто что-то делает, он, в принципе, не может не совершать ошибки. Наша задача, чтобы ошибки в будущем, которые тоже неизбежно будут, чтобы они не оказались критическими для чеченцев. Вот, что критично было в минувший период, да, новейшей истории, это 90-е годы, начало 2000-х, что было критичным для чеченского народа, это то, что мы позволили себя задвинуть за рамки национально-освободительного движения или же строения государственности, когда мы позволили каким-то другим идейным волнам сбить вот эту волну за независимость, за суверенность. Эти идеи проникли в чеченское общество. Это была одна ошибка. Вторая ошибка была то, что мы как-то очень снисходительно относились ну, тем коллаборантам, которые были, или потомкам коллаборантов, которые были в советский период. Ну, Джохар Дудаев, первый президент Чеченской республики Ичкерия, посчитал, что это дела давних, то есть это давние дела. Если сегодня он начнет как бы обнародовать списки, которые им были заполучены в архивах КГБ, то это приведет к сильному социальному расколу в чеченском обществе. Он считал, что это нужно как бы оставить эти дела как бы за тем, что они как бы уже не имеют... То есть за сроком давности оставить эти дела как есть. Да? Да, не провел иллюстрацию. Это была большая ошибка. То есть я сейчас не буду говорить о каких-то ошибках, которые было большое количество, но две важные ошибки – это нужно было стоять стойко на идее суверенности, не позволять каким-то другим идеям сбивать, пока она не достигнута, по крайней мере. Да, могли параллельно идти другие процессы, вроде процесса реформации, религиозной реформации, которая, в принципе, была необходима для чеченского общества, потому что советская власть таким мощнейшим образом воздействовала на религиозное воззрение и на социальный уклад, что реформа нужна была. Но ни в коем случае эта реформа не должна была затрагивать основу самой вот этой идеи государственности, суверенитета. Нельзя было позволить, чтобы одна идея выступила бы антиволной против вот этой основной идеи, то есть, идеи независимости. Если я правильно понимаю, вы подразумеваете то, что построение халифата заменило национальное государство. Да, то, что было провозглашено в 2007 году идея Эмирата Кавказа, вот это казалось идеей заманчивой, которая может объединить с чеченцами
всех северокавказцев, даже других народов, мусульманских народов России. Но на самом деле она сбила вот эту волну, которая была задана, да, Дудаевым и его командой в 91 году. Это на самом деле, если кто-то понимает этнологии, да, вот ты как историк, ты должен понимать, что всегда какая-то антиволна, она опасна для той волны, на которой уже жизнится какое-то движение. Нельзя этого допускать. Вот это была очень глобальная ошибка. И вторая – отсутствие иллюстрации. То есть люди, которых недооценивали, ну, те же вот коллаборанты, у них же были попытки до открытой агрессии Российской Федерации против чеченцев, у них были попытки сделать переворот внутри Чеченской Республики, они все завершились плачевно, они потерпели фиаско. И возникла такая иллюзия, что эти люди бессильны, что чеченский народ ни в коем случае не может их поддержать. А потом выяснилось, что когда придут сложные времена, когда сами бойцы сопротивления окажутся в сложных ситуациях, когда народ устанет от тяжести войны, что эти люди могут иметь какую-то определенную социальную поддержку. Вот это не учитывалось. У них ее не было напрочь в предыдущие годы. И вот эта иллюзия, что ситуация будет сохраняться всегда такой же, что когда у тебя был шанс, и у тебя была власть, и у тебя была возможность не провести иллюстрацию, и относительно закона страны, чтобы каждому было отдано заслуженное, кому тюремный срок, кого-то, я не знаю, лишить каких-то определенных социальных возможностей, да, ну, входить в какую-то власть или занимать какую-то должность. Все это должно было быть проведено тогда, это было бы более безболезненно. А сейчас мы стоим перед тем фактом, что вот о временах, о которых ты говоришь, в ближайшем будущем, в котором мы не сомневаемся, к которым мы готовимся и к которым мы ожидаем, мы понимаем, что сегодня вот этот неминуемый процесс иллюстрации, он будет намного сложнее. Придется уже как бы, ну, Еще больше слои охватывать придется, да? Конечно, придется охватывать большие слои, и очень много судеб будет сломано вот в процессе этой иллюстрации. Но это неизбежно, невозможно обойти этот процесс и построить независимое, действительно суверенное государство невозможно. Нация становится суверенной, когда она берет в свои руки судьбу и не позволяет каким-то пятым колоннам и каким-то другим внешним воздействием как-то влиять на ее судьбу. То есть стать своим хозяевами своей судьбы, это означает настоящую суверенность, к которой мы должны стремиться. Иначе нам в отсутствии стратегических союзников очень сложно будет достигнуть этой цели. А вот сейчас я уже подошел как бы к третьей стратегической ошибке, которая была допущена в те годы. Нам не удалось заручиться внешними стратегическими союзниками. То есть приобрести этих союзников – это задача очень сложная. Если бы в период фактической независимости с 91 по 99 год чеченцы смогли бы заручиться поддержкой сильных внешних союзников, то, наверное, вот вторая агрессия, катастрофическая для чеченского народа, она вполне могла и не состояться. Вот я хочу отметить эти три ошибки. Ну, можно и отметить как четвертый, на самом деле это является как бы ошибкой и сопоставимой с предыдущими, которые я сказал, это информационная война, да? То есть чеченцы проиграли в информационной войне. Побеждая на полях сражения, чеченцы проиграли, они позволили себя записать в списке, там, я не знаю, там, какого-то криминалитета или же международного, в основном, да? да, международного терроризма. То есть ярлыков-то, на которые вешались на чеченцев, было много. В начале 90-х это были, там, я не знаю, чеченский криминал в России, это чеченская ИВИЗО, хотя ничего чеченского в этом не было. Это была схема, которая прорабатывалась самими российскими, российским олигархатом, да, то есть тогда был спил вот с бюджетных средств, спиливалось все имущество, все вот эти, я не знаю, заводы, все народное хозяйство распиливалось между олигархами. Это была схема, в которой чеченцы оказались какими-то пешками, но такими удобными, так как они заявили о своей независимости, удобно было все спихнуть на чеченцев. Затем были какие-то другие ярлыки. И в итоге самое вот то, что как бы на чеченцев висит по сей день,
от которого не удается уйти. И даже сегодня, вот в годы, когда сам путинский режим признан террористическим, до сих пор на нас вот этот ярлык террористов, он висит, вот это клише, оно устойчивое, оно проникло в сознание не только россиян и бывших стран, свободных стран бывшего Союза, но также здесь, в европейских странах, это клише очень сильно засело в сознании людей, и приходится прилагать огромные усилия, чтобы его преодолеть. Вот это тоже один из стратегических проигрышей или ошибок чеченского народа, на которые стоит обратить внимание в будущем, когда мы возобновим, будем восстанавливать нашу государственность, ее институты. Я почему спросил? Потому что только чеченцы, наверное, да, имеют вот опыт такой ведения двух войн с этой Российской империей. И неизбежно, когда начнутся процессы дезинтеграции России, когда национально-освободительные движения начнут бороться за власть внутри своих республик, нам придется, наверное, проходить через то, через что проходил вообще чеченский народ. Поэтому я спрашиваю для своего народа тоже в первую очередь, чтобы знать, с чем придется сталкиваться. Руслан, ну это абсолютно верно. И вот то, все, что я перечислил, и вот 4 стратегические ошибки, но и для башкир в частности, это актуально. Ни в коем случае нельзя, ну, скажем, вот когда ты в спорте или в науке, или в какой-то другой сфере деятельности проходишь этапы, там есть этапы, нельзя перейти на четвертый, скажем, стадию развития чего-то, минув вторую стадию. Вот первую прошел, но нельзя, минуя вторую стадию, переходить к третьей, четвертой, или же сразу через вторую, третью, к четвертой стадии. Есть такие моменты. Вот на самом деле сегодня я вижу, что Украина, вот и с некоторым запозданием, проходит эти этапы и сильно учитывает уроки чеченских войн и чеченской истории за независимость. То есть, начиная с Майдана, этот процесс в Украине, он усилился. И то, что сегодня президент Украины Зеленский не хочет того, чтобы война просто ушла в такой, ну, замороженный конфликт, он на самом-то деле это однозначно учитывание вот периода между Первой и Второй Чеченской войной. Она в итоге обернулась катастрофой для чеченцев. И тогда у нас тоже были деятели, чеченские политические, военные деятели, которые говорили о недопустимости подобного акта. Ну, понятно, что это была мера вынужденная. Чеченский народ, он многочисленный. Мы тоже были на исходе сил, хотя нам удалось заблокировать российские войска в Грозном и победить их в открытой войне, но силы чеченцев тоже были не бесконечные. И поэтому пошли на этот шаг. Скажем, Шамиль Басаев был против этого шага. И причем он хотел, чтобы было еще такое наглядное, демонстративное унижение российской армии, чтобы российских военнопленных провели маршем, как некогда фашистских пленных по Красной площади, чтобы провели по центральной площади Грозного. Ну, конечно же, это тогда было недопустимо, но, по крайней мере, это с моральной точки, чтобы вот сегодня те спекуляции, которые ведутся даже вокруг вот этой, на самом деле, феноменальной победы чеченской армии, народной армии над российской военщиной, вот не было бы всех этих спекуляций, если бы вот этот демонстративный марш российских военнопленных по центральной площади Грозного был бы проведен. В этом отношении Шамиль Басаев, на мой взгляд, был исключительно прав, да, то есть он смотрел чуть дальше. Ну и сегодня Украина, мне очень импонирует стойкость и политика Зеленского, который твердо следует вот этой политике. Это однозначно же есть учитывание вот уроков чеченских войн, чеченской независимости. Ну и другие моменты, вот скажем, именно в момент иллюстрации коллаборантов, я думаю, украинскому обществу еще предстоит пройти этот очень сложный и болезненный процесс. Но однозначно нельзя минуя этот процесс, перейти вот к следующему этапу. Это предстоит и украинцам, и башкирам, и всем другим народам. Если вот эта зараза, да, вот это влияние Кремля, влияние российских спецслужб, если оно не будет как бы хирургическим таким жестким вмешательством просто отрезано, всегда это будет тяготеть и давлять над нашими странами, и всегда это будет означать, что Россия в любой момент может развязывать какие-то, или саботировать власть, или же
стараться утвердить какую-то свою марионеточную власть, которую она манипулирует. То есть это в мире известен такой процесс, как неоколонизм. Уйдя от Российской империи, мы опять просто попадаем под ее влияние, без того, чтобы провести жесткую иллюстрацию и навсегда отрезать от себя вот возможность влияния Кремля. Это процесс, который предстоит всем народам, которые стремятся к своей независимости. Тогда такой вопрос у меня. Когда Ичкерия станет независимым государством, каким будет это государство? Какая будет форма правления? Каким вы видите вообще будущее независимой Ичкерии? Руслан, но сегодня довели до того примитивизма, да, что обычно уже, ну, это же, конечно, неудивительно, потому что 20 лет войны, даже, можно сказать, 30 лет войны, деградация в сфере образования, ну, естественно, когда нет образования, то и кругозор сужается. Все свели к тому, что будет ли шариатское государство или же демократическое государство. Я много раз, ну да, я являюсь публицистом, у меня очень много статей на тему Чечни и Кавказа, и я также имел исламское образование еще в ранней юности, хотя незавершенное из-за войн, мне пришлось прервать образование, вернуться на родину, в Чечню, когда началась первая российская агрессия. Но, тем не менее, понимание исламской науки есть. У меня есть высшее светское образование, и я много раз писал в своих статьях, что на самом деле многие принципы демократии, как это не покажется странным, да, для человека неосведомленного, они лежат в основе самой нашей религии. Это такие основы, как свобода слова, равенство, это сменяемость власти. Это все не противоречит, даже ислам призывает к этому. Мы же знаем, что первые 4 праведных халифа, у них не было наследственной монархии. Эта власть была избираемая, сменяемая. То есть я к чему и хочу подвести, что не сводя к вот этому примитивизму, что или же демократия, или же шариат, да, однозначно чеченцы, Чечня сегодня народонаселение, 99% исповедуют ислам суннитского толка, и однозначно, что и моральные, и правовую историю будут исходить из нашей религии, из наших убеждений. Но при этом я твердо хочу сказать, что это будет правовое государство, где все будут равны перед законом, и где будет сменяемая власть, и где будет свобода слова, где будут выборы. То есть это не будет, не должна быть какого-либо типа монархии, пусть даже конституционная, неконституционная, это противоречит самому менталитету чеченского народа. Чеченский народ исторически был эгалитарным народом, в котором всегда роль личности была возведена на высокий пьедестал. Чеченцы очень болезненно относятся к личностным свободам, поэтому мне кажется, что всякого рода деспотия, тирания, всякого рода диктатуры в Чечне, они в принципе невозможны. Им всегда будет препон, им всегда будет сопротивление, и поэтому однозначно Чечня мне видится правовым государством. Это парламентская республика или президентская все-таки? Наверное, президентского Но устали, наверное, чеченцы уже. у нас, в принципе, и не было президентской республики, но если имеется в виду, что Ну, оккупационная власть Кадырова, да, вот сейчас, это да. на самом деле, это даже не президентская, это на самом деле, это самая отвратительная форма, наверное, какой-то диктатуры, да, то есть мы знаем, что это назначаемая личность, что его никто не избирает. Во время независимости Ичкерии у нас форма была по конституции парламентско-президентская, то есть даже парламент имел некоторые преимущества перед президентом. Президент не мог где-то волевым усилием, ну, скажем, как в Французской республике, где превалирует президент, здесь все-таки президентская власть более чем парламентская. И то же самое в Соединенных Штатах Америки. Есть определенная прерогатива президента как народного избранника от всей страны, нежели если там в Сенате и в Конгрессе есть избранники от каких-то штатов, округов, то слово президента, оно все-таки там вот превалирующее. В Чечне подобного не было, но это привело к тому, что в период становления все-таки стоит наделить первое лицо определенными полномочиями, такими экстренными полномочиями, потому что
в период становления часто возникают ситуации экстраординарные, ситуации сложные, да, когда еще государственный механизм не налажен, его ветви власти еще не настолько как бы притерлись друг к другу, и где-то возникают какие-то противоречия, всегда должен быть то лицо, тот авторитет, который может регулировать вот эти конфликтные ситуации. И именно из-за того, что у нас Конституция жестко обозначила республику как парламентско-президентскую, то, что у парламента был приоритет, и российские спецслужбы начали влиять на нашу независимость посредством людей, которые подкупались, может быть, или же манипулировались посредством агентов влияния в парламенте. И был такой конфликт между президентом Дудаевым и парламентом, когда он, получается, он вынужден был превысить свои полномочия и распустить парламент. У нас президент не имеет на это права. Затем он, конечно, раскаялся и восстановил парламент частично в своей деятельности, то есть не избирался новый парламент, он вернул ему его функции, но пойти на такой шаг, не отчасти, на самом деле, антизаконный шаг, антиконституционный шаг Дудаеву пришлось. Иначе это означало бы слабость и уступить вот всем этим козням российских спецслужб. Поэтому я вот отвечая на твой вопрос, скажу, что да, республика однозначно будет, я уверен, что будет парламентская или же парламентско-президентская, смешанный тип, но при этом в какие-то периоды становления все-таки какие-то полномочия, да, экстренные полномочия должны быть предоставлены хотя бы с оговоркой по срокам, по входу в эту должность и по выходу из них должны быть оговорены и предоставлены первому лицу государства. Иначе у нас все это превратится в какую-то бесконечную болтологию. Мы проиграем, мы понимаем, что в период восстановления государства у нас будет максимум 3, по самому потолку 5 лет, когда еще может быть власть в Российской империи, да, вот это на самом деле в какой бы форме она не существовала, если она не будет демонтирована и распущена. То есть пока власть в Кремле не окрепнет и опять не начнет распускать свои щупальцы по окраинам, у нас будет 3, максимум 5 лет. Если мы уйдем в какую-то постоянно внутреннюю болтологию и перетягивание каната, мы просто проиграем ценное время. Поэтому я считаю, что период становления – это очень сложный период, и ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вот эти полномочия, которые будут представлены первому лицу в эти первые годы, чтобы они потом переросли в какие-то диктаторские институты, это тоже такая угроза есть. Поэтому должны быть жестко какие-то механизмы расписаны и какие-то ограничения установлены. Но при этом дать человеку волю, чтобы он смог наладить взаимосвязь всех государственных институтов, вот такая возможность, мне кажется, должна быть предоставлена президенту в первые годы независимости. Согласен, почему спросил, у нас тоже мы проект нашего башкирского национального движения будущего независимого Башкортостана, он есть, разработан, опубликован. Мы там тоже смотрим, как парламентская республика, рассматриваем будущую наш Башкортостан. Но, к сожалению, я согласен с тем, что действительно первые, наверное, 10 лет, возможно, первые 10 лет придется, наверное, какой-то вот действительно жесткую... Пока все те законы, которые нас полностью не оторвут от этой России, пока не станет национальное государство, у нас должна быть жесткая рука. Должен быть идейный башкирский националист у власти. Я так считаю. И тогда вот раз мы заговорили о России вообще, да, о сущности русского народа, вот этой империи, такой вопрос. Вот для меня лично нет никаких сомнений, что вообще практически не то, что Чечня, да, но и весь Северный Кавказ, скорее всего, получит независимость очень быстро. Потому что, ну, надо признаться, что для русского народа, для российского народа, ну и вообще для русского народа в первую очередь, чеченцы, дагестанцы, ингуши и другие кавказцы – это проблема. Это проблема, они боятся их, они
стараются от них вот как-то вот так держаться, поэтому до сих пор блокпосты стоят, когда выезжаешь на Кавказ, да, в Ставропольском крае и так далее. И если посмотреть на карту всей России, то, ну, Кавказ, он очень маленький такой, да, вот кусочек. И, ну, Да. по сравнению со всей территорией, я имею в виду. И если даже они его просто отсоединят, скажут, Бог с вами, все, живите как хотите, ваша независимость, то в любом случае, остальные все останутся в составе России, то это будет все равно огромная империя. Вот. Поэтому, возможно, скорее всего, они отпустят без проблем на первое время. Но верите ли вы в то, что через какое-то время они не вернутся с войной? И что они отпустят на совсем без крови и без кровопролития вообще? Вот. Будет ли такое? Руслан, ну тут ответ очевиден, да, вот смотрите, вынужденный распуск Советского Союза, когда, ну, в Советском Союзе звучали вот эти призывы, которые подобные тем призывам, которые мы слышим сегодня от россиян, хватит кормить Кавказ, на самом деле Кавказ кормит федеральный центр, но тогда такие же вот в советское время звучали призывы относительно Средней Азии и других 15 как бы союзных республик, там, хватит кормить Среднюю Азию. На самом деле сколько шло материальных средств, ресурсов в Москву через эти. Но там были многомиллионные народы и нации, которые все-таки отягощали эту власть. Поэтому вот распад Советского Союза это была такая закономерная и неизбежная, как бы неизбежный процесс. Он случился. Но при этом же, после того, как цены на нефть выросли, и вот какие-то бюджетные средства пошли в центральную казну, и удалось наладить вот этот полицейский, милитаристский режим, да, вот как бюджетников, как говорится, когда как удалось обеспечить минимальными зарплатами, сразу же возросли вот эти имперские амбиции, и начали возвращать, ну, прежде всего, самое такое стратегически важное – это Украина. Мы знаем, что были попытки, да, насчет Казахстана, вот пробный шар был, это как раз буквально перед масштабной войной в Украине, когда входили силы так называемого ОДКБ, да. ОДКБ, да, входили в Казахстан. Я более чем уверен, что если бы все пошло бы по плану Путина в Украине, то следующим это был бы Казахстан. Там до сих пор есть большой процент российского населения, русского населения. Ну, за Казахстаном, вот Казахстан это как буферная зона, за ним однозначно это коснулось бы и Узбекистан, и Таджикистан, и все другие центральноазиатские республики. А что уже говорит о Закавказье, мы сегодня видим события в Грузии, как сцепилась, да, вот Россия коренными зубами за Грузию, не выпускает ее. Ответ однозначно на этот вопрос. Конечно же, даже если каким-то чудесным образом Северный Кавказ будет отпущен в свободное плавание, что при изменении каких-то ситуаций и при появлении возможности, что Россия вернется туда, на Северный Кавказ. Но это было такое гипотетическое предложение, что Северный Кавказ могут отпустить. А вот в реальности я сегодня общаюсь с российскими оппозиционерами, но в частности это конкретно в лицах, это Михаил Касьянов, это Гудков старший, да, Геннадий, это Владимир Карамурза, это Илья Яшин. Вот я с этими людьми говорил, и говорил с людьми, как бы, ну, по рангу ниже, которые, может быть, не столь известны. Я пока не встретил ни одного, кто сказал бы, что да, вот Кавказ нужно отпускать или Чечню нужно отпускать, кроме Ильи Пономарева. Ну, Пономарев, как бы там другая история. Он несколько по-другому это видит. И то я с ним как бы был откровенен, говорил, Илья, вот сегодня ты, по крайней мере, единственный, может быть, из русских антипутинских как бы оппозиционеров, который публично, да, признал право Чечни, в частности, на независимость, ну и тех, кто хотят этого. Но при этом я сказал, а где гарантия, что завтра, если вдруг ты станешь обладать властью, что ты не найдешь какие-то там, я не знаю, юридические проволочки или же какие-то там доводы, которые обоснуют необходимость вернуть его обратно в Россию, или же не придерживаться тех обещаний, которые были тобой, ну, уже высказаны. Я понимаю, что всякий политик, он раб своих заявлений, но тем не менее большевики, вот, к примеру, заявляли много о чем, а потом без всяких угрызений совести от всех этих заявлений отказывались и создавали новую реальность, когда они уже были в состоянии его осуществить. То же самое было и в 1991 году, во время развала Советского Союза, когда
Борис Ельцин кричал: берите столько судей, сколько там проглотите или потащите. Я сейчас могу ошибиться в Да-да, у формулировках. нас в Но Уфе говорил это. да, да, Уфе это говорил, а потом, когда мы ее взяли, это обернулось для нас масштабной войной, в которой даже не верили чеченцы. Они считали, что после Второй мировой войны, после того, как создан такой институт, как ООН, когда ну, архитектура мировая, она такая более стабильная, устойчивая, что да, могут быть какие-то локальные конфликты, но масштабная война с ковровыми бомбардировками, сметанием полумиллионного города с лица земли, как грозно то, что случилось. Вообще чеченцы тогда были настолько наивны, что считали, полагали, что такое невозможно, такое не может случиться, что мир не будет на это смотреть как бы сквозь пальцы, что мир как-то воспрепятствует, запретит это России, которая уже пошла по линии как бы демократических преобразований, отказалась от коммунистической идеологии. Все вот эти наши ну, фантазии, да, которые развеялись очень быстро в ходе Первой войны, нам все, то есть нас приземлили, да, нам показали, какое истинное положение дел в этом мире. Поэтому абсолютно сегодня я даже уверен, что никто из российских оппозиционных лидеров, либералов не готов сегодня предоставить независимость не только всему Кавказу, даже отдельно взятой Чечне. Хотя, если так порассуждать по факту, ну что теряет Российская Федерация от того, что ее покинет территория, небольшая территория Чечни? Если там говорят про нефть и какие-то ресурсы, но Казахстан стал независимым уже 30 лет, огромные материальные ресурсы, да, газ, нефть, уран, я не знаю, там сколько минералов. И Российская Федерация от этого как бы в ус не дует, живет себе. И такие мизерные ресурсы Чечни, они не играют такой роли, чтобы за нее нужно было вести две масштабные войны, положить там где-то около 70 тысяч. Россия заявляет о меньшую цифру, но по нашим подсчетам где-то 70 тысяч российских солдат умерло в Чечне, было огромное количество раненых. Это уже не говоря о 350 жертвах, да, как убитых, раненых у самих чеченцев. То есть вот таких как бы затрат, если руководствоваться логикой, руководствоваться является ли это как бы необходимой платой за то, чтобы маленькая Чечня оставалась в составе Российской Федерации, это не поддается логике. Но тем не менее, Я думаю, российская власть, она иррациональна, она нелогична, вот, она может так поступать. я думаю, что здесь есть одно слово просто, почему, что, скажем так, может оправдать, да, ну нет, оправдать ничего не может, я неправильно выразился. Почему они так поступили, скажу. Это прецедент. То есть, Да, однозначно. выйдя Чечня, выйдут другие. Поэтому они через кровь вот так вот и остановили вас. Ну и последний вопрос тогда хотел, если, то есть с 90-х годов, когда шли демократические преобразования сперва как таковые, да, и они споткнулись на Чечне, вот эти все демократические преобразования, и после этого все поняли, что все-таки вот этим народом над ним давлеет имперская сущность. Вот, и как вы считаете, чтобы отказался этот русский народ от своей имперской сущности, чтобы он перестал считать всю Россию и все народы, которые его населяют, и все территории этих народов, которые населяют, своей территорией, нужно ли, чтобы у русского государства образовалось свое русское национальное государство на территории вот их исконно исторических земель, ну, условно там, где вот сегодня центральная Россия. Руслан, ну тут я разделил бы, вот вопрос очень хороший, кстати. Да, прежде всего должен состояться демонтаж Российской империи. Вот давай обозначим некоторые важные моменты. Пока существует вот Россия в тех границах, которые на сегодня она существует, это подпитывает шовинистские, великодержавные амбиции российского обывателя. Это тот электорат, который всегда будет, это же, ну, явление Путина, это же не то, что он там такой умный появился, все как бы сам разрулил. Это был запрос общества Да, на подобного согласен. лидера. И он этот запрос просто как бы оправдал, да. Не будет Путина, завтра возникнет кто-то другой. Мало ли их было в истории Российской империи, начиная от Ивана Грозного, Петра Первого, Сталина и так далее. Но и другие императоры были не похожи, они опять-таки отвечали этим запросам, такие как Николай Первый, Второй, я не знаю. Но
много чего было в российской истории. И так всегда будет, пока это образование будет существовать вот в таком формате. На самом деле они готовы ради вот этих амбиций, да, великодержавных, терпеть все невзгоды, не развивать свою территорию, а просто поглощать неизвестно для чего и ради чего. Скажем, по сегодняшний день в Якутск, это столица Якутии, не проведена железная дорога. По сей день вот туда только есть воздушный путь. Это крупный город. Вот нелогично ли было, скажем, развивать инфраструктуру в Якутии, или же в Чукотке, или же на Камчатке, проложить, вот давно существует проект прокладки моста на Сахалин. То есть это территории, которые даже вот в стратегическом плане, может быть, очень важны для России. Но всего этого не происходит. Все спускается на то, чтобы дальше как бы поднимать вот, ну, нужна милитаризация, подразумевает вложение средств больше в армию, агрессивную политику. Россия будет всегда оставаться опасной для соседей, пока она существует вот в этих рамках. Ее нужно все-таки распустить, это образование, и только тогда мы можем более-менее чувствовать себя спокойно. И то это не гарантия. Почему? Потому что даже отдельно взятая Русская Республика, если у нее, я не знаю, возобладают какие-то идеологии фашистского характера, нацистского характера, то опять-таки это образование будет оставаться опасным и агрессивным для соседей. Мы же знаем, что те же самые русские княжества, вот это домонгольское образование, это не были мирно развивающимися политическими образованиями. Мы помним о всех этих походах, да, российских князей против соседнего народа. Да, и на них тоже нападали, были много врагов, но и сами вот образование вот центральной России, оно никогда не было таким, скажем, ну, миролюбивым. Поэтому нельзя сказать, что если Россия в один час как бы откажется от всех завоеванных территорий, будет просто как бы российское государство, что оно тоже будет таким демократичным, мирным. На самом деле проблема именно с идеологией. И поэтому я считаю, прежде всего, помимо вот, скажем, распила Российской империи, ее развала, необходимо и процесс подобный денационализации Германии. То есть пока вот этот народ не поймет, что он не имеет никаких прерогатив над другими народами, никаких преимуществ, что это не богоизбранный народ, у которого какая-то святая миссия на этой земле. Вот все вот эти заморочки с идеологией, они же являются такой мотивацией для агрессивной политики. Мне кажется, вот именно в этом тоже есть большая проблема, и как ее будет решать мировое сообщество, а решать ее придется. Вот в этом тоже как бы большой вопрос. Сегодня не то, что об этом речи не идет, сегодня даже не идет речи о том, чтобы деколонизировать Россию. В Штатах мы сегодня видим, какая политика, да, и Европейский Союз до сих пор очень как-то пассивно себя вел относительно войны в Украине, да, помогали, но только с тем, как Америка отказалась от своих обязательств по мировому порядку. Только сейчас европейские политики спохватились и ощутили, насколько к ним близка вот эта российская угроза. Ее, может быть, понимали страны Балтии, там, Польша, Чехия, может быть, Финляндия, но не дали. А сейчас уже спохватились страны Центральной Европы, Германия, Франция. Угроза стала реальной. Но пока что и даже мы, да, ты знаешь, что вот наше движение, Чеченское национальное движение, Единая сила работает на платформе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Мы общаемся, мы на самом-то деле вот у самых у истоков вот этих процессов, и мы не видим, что сегодня есть какая-то внятная стратегия относительно деколонизации, нацификации России. То есть эти процессы, озабоченность есть, но как решать эти проблемы до сих пор никаких ясных каких-то планов и стратегий нету. Вот в чем проблема. Согласен, да, полностью разделяю ваши взгляды. Я считаю, что это можно решить только через национальное освободительное движение, разрушив Россию только так. По-другому невозможно там не вторгнуться в нее, там, потому что все-таки ядерная держава и так далее. Но на этом
Все, спасибо большое, уважаемый Джамбулат. Было очень интересно. На прощание, вот, что вы можете сказать нашему башкирскому народу, который вот, ну вот, на сегодняшний момент, наверное, только-только начинает осознавать, насколько нужна независимость, потому что эти идеи сейчас очень активно начали проникать в массы. Мы их, скажем так, пропагандируем, эти идеи. И вот что вы можете сказать башкирскому народу? Руслан, спасибо как бы, ну, за такую возможность обратиться с обращением к башкирскому народу. Ну и, наверное, ко всем порабощенным народам России. Я не буду как бы сейчас входить в пафос, скажу, что не дайте нас разделить. Вот Россия как империя существует благодаря политике «разделяй и властвуй». Это старый принцип, известный римский. Только благодаря ей удалось России поработить огромное количество народов. Чеченцы в одиночной борьбе в итоге проиграли. Да, победив российскую армию, такой блестящая победа в Первой войне, ну, важный результат. В итоге мы оказались вновь оккупированными, униженными. Сегодня унижение чеченского народа продолжается без конца. Вот мой основной и самый важный посыл: не дайте нас разделить. Мы должны вот единым кулаком выступить против этого агрессора. Только тогда нас ждет успех. Спасибо большое, Джамбулат. Я думаю, что мы не последний раз встречаемся. Обязательно еще встретимся в эфире. Приглашайте Иншаллах. также к себе. Буду рад ответить на ваши вопросы. Обязательно. Это уже сейчас как бы по принципу гостеприимства. Я обязан вас пригласить. И следующий эфир как-нибудь мы договоримся, встретимся, проведем вместе, Руслан. Спасибо.